Хелшин Сахамин Окости. Добрый вечер, мои дорогие друзья. Сегодня тоже спонтанное подключение в эфир, можно сказать. Поступил быстрый заказ у меня. Думала, я вдруг не успею, но пока все вроде бы можно. Быстро установила камеру. И, друзья, все идет в прямом эфире, можно сказать, да? У меня заказ такой вот необычный, не знаю, вот это вот блюдо, что я сейчас готовлю, я его не готовила никогда. Это куриный фарш. Буквально 5 минут, как и поступил заказ, и как я начала это делать. Благо дело, у меня был фарш, но он был замороженный. Я его быстро разморозила в микроволновке. Добавила сюда вот на полкилограмма, 600 грамм здесь фарша у меня. 600 грамм фарша, 2 такие средние луковички, 1 яйцо, соль, перец. Все, больше здесь ничего нет. Это как получается пицца без теста, да? Вот такой заказ. Танзила мне позвонила, мама, быстро сделай, если у тебя есть филе. Так, филе, благо дело, я сказала, есть. И с этим заказом у меня еще идет заказ, пельмени, вареники еще с ним. Это у меня есть в заначке. Так, значит, все, вот 4 штуки этих. У меня еще куриные котлеты, вот я перекрутила тоже фарш на котлеты. 6 куриных котлет сказано. Так, сюда класть помидор нельзя. Вот я точно не знаю, на основу. Она мне что-то сказала. Обычно же, да? Нет. Сказала просто положить болгарский перец, лук и сыр, и сеточку из майонеза. Но сюда, наверное, ничего не надо. А может, чуть-чуть майонезную сетку все-таки сделать и на низ? Как вы думаете? Девочки, жалко, вы мне сейчас не сможете ответить. Но я перезвоню Танзиле все-таки. Так, все, дозвонилась до Танзилы. Нет, на основании ничего не надо. Значит, нужна болгарка, вот так вот, болгарский перец, который я нашинковала, нарезала. Так. Значит, вот один этот кружок по 240 грамм у меня вышел. Вот так вот. Так, друзья, теперь вот так вот кладем, вернее, нашинкованный тонко лук. Тонко-тонко хорошо шинкует по-корейски, это терка по-корейски. Где вот шинковка, которую капусту шинкует. Очень тонко шинкует. Вот так вот. Все. Так. Духовку я уже включила. Сыр нашинковала на терке. Дело в том, что сыр у меня замороженный, моцарелла заморозила в морозилке, чтобы он у меня всегда был. А то не всегда бывают заказы. А когда нужно, уже бежать не бывает времени или некому побежать в магазин. Особенно, когда мальчиков нет дома. Вот так вот. Ибрагим вышел на занятие, но занятие в этом году у них после обеда. Они возмущаются и жаловались своим этим директору колледжа. Не знаю, что там у них будет. Я тоже не люблю 2 смены, что в школе, что в колледже, без разницы. Все-таки, когда утром еще легче все-таки как-то запланировать свой день. Да еще и они же уже, считайте, взрослые, ребята учатся. Некоторые подрабатывают после обеда, после занятий. И у них не укладывается это все, не знаю. Что-то не нравится ему в этом году это все. Вот так вот.
Точно не будет мало сыра. Он такой замерзший, холодный. Я его с таким трудом нарезала, нашинковала или как, я не знаю, натерла. Вот, нашла правильное слово. Натерла. Так. Так. Вроде бы хватит, наверное, сыра. Боюсь, что... Ну ладно, посмотрю я. Его сыр же можно попозже еще положить на него. Сейчас поставим в духовку. По мере, как он будет плавиться, если будет его мало, то можно еще положить и минуты 2-3 допечь. Вот так вот. Все, и это дело сейчас пойдет в духовку. Так, все, это пошло в духовку. Так. Теперь... Так, ну все, друзья. А теперь будем делать котлеты. Так, там темно. Ну, как жарить, наверное, вряд ли буду показывать. Покажу вам готовый результат. Здесь, значит, у меня полкилограмма куриного фарша, 2 кусочка хлеба. У меня батона не было, хлеба вымоченного в молоке, пол чайной ложечки соли, чуть-чуть перчика и вот одно яичко мы сюда, одно яйцо добавим и перемешаем. Так, по-моему, у меня нет сухарей панировочных. Совсем про них забыла. Я послала за капустой пекинской, тоже салатик они просили. Он уже пришел. Теперь второй раз надо будет посылать. Сухарей нет. Я вчера, когда котлеты делала, у меня первый замес котлет был очень такой вот жирный. И так жирное мясо было. И не знаю, почему-то вообще такой показался он мне водянистым. Я добавила туда пачку этих сухарей. Я попробовала перемолоть хлопья геркулеса. Не знаю. Может быть, попробовать в них делать. Так, сейчас, наверное, взвешу, чтобы котлетки были одинаковые. Ой, я вас шатаю все время.
Одну сделаю, посмотрю. Вроде бы так нормально. И мне эти лотки на свадебный заказ, эти побольше, я же их разных покупала, я вам показывала, очень помогли вчера. Это прям вот круто. Я заготовки клала в них, потом уже готовые котлеты уже в другие клала. И так удобно прям. Так. Интересно, сойдет или нет. Так, ну я сейчас быстро взвесила, чтобы не отнимать вашего времени. Так, если кому интересно, то котлетка у меня выходит по 115 грамм. Масло накаляется уже. Курин, можно пицца или как ее, не знаю. Она уже запекается. Как я сказала, мне еще нужно сделать такой легкий пекинский, из пекинской капусты салатик. Так, у меня 6 котлет в заказе. Но я сделала чуть-чуть побольше, чтобы и как раз маму на ужин тоже накормить. Ну вот, получилось у меня, значит, 9 котлеток. Фарша было 600 грамм. До добавления лука и еще чего-то, если кому-то интересно. Так, мои дорогие, плита грязная. Я до плиты сегодня не дошла. Я перемыла только всю остальную посуду, что я испачкала. Так что закрываем глаза на мою плиту сегодня. Завтра буду уже чистить и духовку, и плиту. Благо дело, я положила. Раньше не любила, но сейчас кладу эту фольгу, чтобы не так долго было мыть. Так. Чайник кипит тоже. Уберем его. Все, так, все в процессе, значит. Ну вот, мои котлетки жарятся. Я уже одну разломала. Они очень вкусные, друзья. Потому что все равно у меня лишние. Так, 3, 3, 6, 9. 3 лишних как раз. Очень вкусные. Пока жарятся котлетки, вот, и занесла сюда кусочек котлетки, я нашинковала капусту пекинскую. Ну, это обычный такой простой легкий салатик. И добавим сюда огурчики, кукурузу. И все, и салат наш готов. Так, я их, конечно, помыла. Так. Интересно, как их? Ну, вот так, наверное, просто. Вот так, наверное, да? Сюда также можно и помидорку добавить, если вы хотите. Только знаете как? Без семян. Просто вынуть семена, чтобы влага не была. Так. Это уже огурчик пошире.
Ну, я еще добавила сюда болгарский перец, перец черный и немножко соли и растительного масла немножко добавим и перемешаем. Сейчас я посмотрю котлетку еще последнюю. Все. Запеканки из курицы наши тоже все готово. Сейчас будем укладывать. Все. Вот такой вот легкий салатик овощной из пекинской капусты, болгарского перчика и огурчика. И, как я сказала, если хотите, можете добавить помидорку. Но помидорку без внутренности, просто сверху, которая. Вот подходит больше сливки к этому салату. Они менее сочные. Все, сейчас еще зелень добавлю и все. Так, ну и все, заказ мой готов, все готово. Так. Духовку включила, все. Пиццы куриные готовы. Машина ждет. И так, вот так, по-моему, да? Все. Салат, салат, говорю, зелень, наверное, просто сверху насыплю. Килограмм у меня должен быть салата. Так, вряд ли сюда килограмм войдет. Значит, мы сделаем по полкилограмма. 550 грамм. Вообще-то он должен войти. Сейчас. Даже больше. Кило 120, но пусть будет. Интересно, сколько тара весит. 25 грамм весит тара. 100 грамм лишних, ничего страшного. Так. Так. Это ж надо еще снять. Танзиле отчет отдать. Ладно, пересыпается. Так. Ну все. Так, возьми трубку, посмотри, кто. Так. И теперь котлетки.
И вот готовы наши пиццы из курицы. Так, сюда они не поместятся. Круглых форм у меня, к сожалению, сегодня нет. Так, значит, они поедут в этих. Так, интересно, две поместятся. Так, и закроем фольгой. Ой, закрывать-то нельзя, да? Снимать нужно. Сейчас, минутку. Так, ну вот наш весь заказ. 3 килограмма пельменей, 3 килограмма вареников с картошкой, 4 куриных пиццы, наверное, так называется, не знаю, 6 котлеток и салат свежий из пекинской капусты.